с тобой, как всегда, было этого мало. Как всегда, позвала тебя мама домой. Я метнулся к вокзалу, а опять от меня сбежала последняя электричка. И я по шпалам опять по шпалам иду домой по привычке. Усталые стороны, только месяц со мною вдогонку бежит мой товарищ бессонный, а опять от меня сбежала последняя электричка, и я по шпалам опять под полом иду домой по привычке. Радость твою так вот каждую ночь коротаю. Завтра снова с любимой до звезд встаю и опять опоздаю. И жди ты меня, пожалуй, последняя электричка. И я по шпалам опять по шпалам пойду домой по привычке. Спасибо. Добрый день, дамы и господа. Ырыгун булдар хизепле таванымырзем и жекрен кинья юлдашсем. Мы рады приветствовать всех на фестивале-конкурсе народного творчества «Крепки наши крылья». И бимсире баянышак шуда керемейде, ширы пиры чунацем фестиваль конкурс радурма, чундан хавас. Ирк тарзамар пырдырне алжупса саламлама. Дорогие друзья, сегодня мы хотим искренне поздравить всех с замечательным праздником мудрости и жизненного опыта. Именно вы, поколение людей беспримерного патриотизма и стойкости, создавали и сохранили все, чем мы сегодня гордимся. Ваша огромная воля и активная жизненная позиция будут всегда являться примером для подрастающего поколения, которые обязательно продолжат все ваши добрые дела на благо республики и России. Сегодня мы собрались на этом конкурсе не случайно. Точно, а почему собрались-то? Наш конкурс непростой, это фестиваль-конкурс. Так как сегодня у нас не просто фестиваль, наше старшее поколение может не только продемонстрировать свои достижения в области искусства, а еще и посоревноваться в этом. Да ладно, а каких? Ну-ка скажи нам, пожалуйста, в каких направлениях они соревнуются? Талантливы во многих видах искусства, поверьте. И они это обязательно продемонстрируют. Сегодня на нашем фестивале представлены следующие номинации. Номинация «Вокал», ваши аплодисменты. Номинация «Фольклорное творчество». Номинация «Инструментальная музыка». Номинация «Хореография». Номинация «Художественное творчество» и номинация «Театральный жанр». И я думаю, этому можно поаплодировать. Ну что ж, дорогие друзья, для приветствия участников конкурса фестиваля и поздравления с Днем пожилых людей на сцену приглашается министр культуры по делам национальности и архивного дела Чувашской Республики Константин Геннадьевич Яковлев. Встречаем аплодисментами, друзья.
Добрый день, дорогие друзья! Я сегодня очень рад, потому что сегодня у нас большой праздник. Паян виде и лемде сау нашло кун. Мы же здесь шагнбек паян виде и лемде сен зинзем. Перем пулдарулла, чибер, перем ветеранзем. Еп калашан чунтерелень, серебурнеде тавзамахе. Паян шаксены зине духаган зинеде. Кам жагында баян возене поддержат тумакильны зинзинеде. Сылла сунашын зерем, телез унашын, онужу булдар, урнышра, юраду булдар зерем. Ялына сен жумырда, онланаган, сивы, юлдашсем булшыр, дежагалас келей. Дорогие друзья, разрешите всех вас поздравить, прежде всего, с замечательным сегодняшним праздником. Я просто хочу сказать, пришла в голову у нас идея, почему бы нам не организовать вот такую встречу ежегодно наших ветеранов. Это здорово, я считаю. Это первые попытки у нас в этом году. Я хочу поблагодарить организаторов. И откликнулись на нашу инициативу более сотни коллективов ветеранских движений в нашей республике. Я думаю, общее начало у нас есть. Это здорово, что мы сегодня эту идею поддержали благодаря, вот, коллеги, друзья, благодаря вас. И, конечно, бы хотел сказать, ветераны сегодня для нас – это наши родители, это наши мамы, это папа, это бабушки, это дедушка. Это та часть населения, которую сегодня передают нашему поколению те традиции, которые вы сумели сохранить. Это здорово. То есть, что сегодня молодежь должен учиться, относиться уважением к своим родителям, своей традиции, культуре нашего народа. Если мы вот эти традиции будем сохранять, а этот фестиваль, он, я думаю, как раз позволит нам еще укрепить в этом наше позитивное начало. Я думаю, тоже это будет неплохо. И хотелось бы, конечно, сегодня сказать, ветераны сегодня для нашей республики особой это категория людей, которые нуждаются в заботе, поддержке. В этом плане и правительство республики, и глава республики Михаил Васильевич много делает добрых дел. Вы, наверное, многие вот сегодня приехали из сельских наших районов. Впервые эти годы мы начали сейчас активно строить, наконец-то, сельские дома культуры. Это наша, как сказать, это корень там, на деревне, в любом случае, наших людей, нашего народа. То есть, что каждый год по указу главы республики мы ежегодно будем строить не менее 5 новых современных сельских домов культуры. В этом году 56 сельские дома культуры идут ремонтные и реконструкции. И на следующий год, то есть 18-й год, 19-й год, 20-й год, мы более 150 сельских клубов с вами на столетие республики отремонтируем. Это даст нам возможность в каждом селе, которые сегодня сохранили мы эти сельские дома культуры, они станут по-новому. Мы их будем модернизировать современной аппаратурой, современные окна, двери, все будем ремонтировать. Для этого у нас есть желание, для этого у нас есть средства, потому что это наше будущее. И мы будем делать все возможное, чтобы наши ветераны чувствовали, пусть будет небольшое село, деревня, комфортно, уютно и тепло было вам всегда. Я думаю, мы это должны сделать и обязаны. Перед вами мы многому обязаны. На самом деле это так. Поэтому хочу сказать вам спасибо. И буквально сегодня, перед тем вот с вами сегодня встретиться, я пригласил к себе всех директоров наших государственных учреждений, которые подчиняются Министерству культуры. И мы приняли решение. У нас в этом году год матери отца. Объявить этот сезон до мая месяца всем пенсионерам, без исключения, 50% рекомендуем льготные посещения все наши театры и музеи. В
вот такой поддержки будет. Потому что я считаю, наверное, это сегодня необходимо делать и в других направлениях. Потому что сегодня не такая большая пенсия. И они, конечно, наши ветераны сегодня нуждаются, пусть будет небольшая, но я думаю, это будет комфортно и возможность вам, уважаемые ветераны, посещать наши театры. Это будет, я думаю, тоже неплохо. И хотелось бы, конечно, пожелать вам успехов, счастья вам. И вот в этом году многие коллективы, конечно, сегодня сюда не могут выйти. Но я думаю, мы опять будем исправляться перед ветеранами. Я думаю, на следующий год мы сделаем не конкурс, а просто всем коллективам дадим возможность приехать и на этой сцене не выступить. Пускай будет 2 дня идет, пускай там 3 дня будет. Но мне кажется, это будет правильно. Всех надо поддержать. Так нет? Вот. Поэтому я думаю, мы с вами не расстаемся. Мы с вами будем вместе. В дружбе, согласии и любви жить и процветать. Пускай в каждом доме, пускай в каждом семье будет счастье, главное, и берегите друг друга. А это сегодня самое главное. Сире Ыра Сурза Чунджерилень Таза Максимбе. Так, да, быстрее бурнеде. Константин, просим остаться на сцене для почетной миссии. Распоряжением главы Чувашской Республики за активное участие в организации выступления детского хора России в городе Чебоксары благодарность главы Чувашской Республики объявлена Бондареву Виктору Сергеевичу, председателю филиала некоммерческого партнерства Всероссийское хоровое общество Чувашской Республики. Да, действительно, хочу я сказать от души поблагодарить. Вы, наверное, многие стали свидетелями. Впервые вообще в России тысячный детский хор Российской Федерации приехали на День Республики наш город, и они на берегу реки Матушки, возле монумента Матери, помните, пели, я всегда говорю, они пели и гимн Чувашской Республики на чувашском языке. А дети были со всех регионов России. Это здорово. Уезжая оттуда, они говорили, это, говорит, золотой край. Здесь какие-то замечательные люди. Поэтому спасибо за такую поддержку. Уважаемые друзья, спасибо. Мы с вами столько много вместе пели, танцевали. Практически все лица для меня знакомы. И вы знаете, я вам скажу, как всегда, мы с вами имели одну тенденцию. Не место красит человека, а человек красит место. И поэтому какая разница, какое там первое, второе, третье место вы заняли. Главное, что вы все поете. У вас поет душа, у вас танцует сердце. Желаю вам всяческих благ. Мы еще с вами попоем. Благодарственное письмо Минкультуры Чувашии за активное участие в организации и проведении республиканского фестиваля конкурса народного творчества для лиц пожилого возраста и ветеранов Череп-Перенчинат-7 вручается Павловой Веронике Михайловне, заведующей сектором культуры администрации Канашского района. Заведующий сектором культуры администрации Канашского района. Спасибо огромное. Просим занять места в зрительном зале. На сцену приглашается депутат Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации, член Комитета по образованию и науке, член Президиума Генерального совета партии «Единая Россия» Алена Игоревна Аршинова. Еще аплодисменты. Дорогие друзья, аплодисментами встречаем, что нашли время прийти к нам на наш праздник. Огромное спасибо Алене Игоревне. Еще раз аплодисменты, друзья.
Я очень рада, что нас сегодня здесь собрали, и здесь сложилась такая теплая, благоприятная атмосфера. Мне очень понравилось, как было сказано здесь, что душа поет, сердце танцует, но это говорит о чем? О том, что мы полны жизни, и что по жизни мы идем с позитивом и стараемся душу вложить в любое дело, которым мы занимаемся. И я хочу со своей стороны сказать, что вот здесь говорилось, что каждый из вас проходил такой путь, и несмотря на сложности, всегда делал доброе дело. И мы, идя за вами нога в ногу, по вашим стопам, должны делать все возможное, чтобы сохранить то, что вы сделали, и приумножить. Чтобы в нашем мире была доброта, отзывчивость. И, конечно, я уверена, что у нас все получится, что все планы, которые мы складываем, обязательно будут реализованы. А для этого нужно что? Для этого нужно, чтобы все присутствующие в этом зале были здоровы. Поэтому я желаю вам здоровья. Потому что вы наши наставники, потому что вы наши учителя. И я уверена, что я могу каждого из вас в этом зале поздравить с Днем Учителя. Потому что каждый из вас делает все возможное, чтобы молодежь, вот чтобы на молодежь можно было положиться. А для этого нужно подсказывать и сопровождать ее в жизни. Поэтому с праздником каждого из вас. Ну и, конечно, мы делаем все возможное. Я, как депутат Государственной Думы, получаю задания, в том числе и от Михаила Васильевича Игнатьева, от главы республики, привлекать федеральное финансирование. И я рада, что федеральное софинансирование присутствует и на сельские дома культуры. И сейчас мы увеличим, я надеюсь, начался бюджетный процесс, мы увеличим на 5 миллиардов рублей и статью по благоустройству дворов. И мы отстоим все те позиции, которые в виде наказов и предложений вы предлагали, говорили, встречались и с депутатами, потому что я знаю, что вы у нас самые активные, вы всегда участвуете, всегда где-то свои предложения, где-то, может быть, жалобу высказываете, и мы закладываем под это строчки в федеральном бюджете. Поэтому, пожалуйста, будьте активны, продолжайте наставничать над нами, подсказывать, а мы постараемся оправдать ваше доверие. Для нас это очень много стоит. Спасибо вам огромное и за ваш труд, и за ваш вклад в культурную и просветительскую деятельность. Благодарственным письмом депутата Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации Алены Игоревны Аршиновой за активное участие в организации и проведении первого республиканского фестиваля конкурса народного творчества для лиц пожилого возраста и ветеранов «Крепки наши крылья» награждаются Маскина Людмила Петровна, руководитель фольклорного ансамбля «Шевле», Напольно-Котякского сельского дома культуры, муниципально-бюджетное учреждение культуры, централизованная клубная система Канашского района. Также награждается Бархонов Михаил Владимирович, руководитель народного хора ветеранов имени Степанова, Центр развития культуры Бресненского района. Ваши аплодисменты. Спасибо огромное, Алена Игоревна, просим вас занять места в зале. Ну а мы продолжаем. На сцену с удовольствием приглашаем председателя Совета старейшин,
при главе Чувашской Республики, доктора экономических наук, профессора Льва Пантелеймоновича Куракова. Встречаем, дорогие друзья, аплодисментами. Пантелеймонович, приглашаем на сцену. Еще, поддерживаем. Хакла Дендерсем, Хакла Дусем, Кундагине Синзем. Дорогие друзья, дорогие земляки, дорогие ветераны. В этом прекрасном зале сегодня собрались сливки труда, войны, участники войны, сливки рабочего класса, колхозного крестьянства в прошлом, фермеры, здесь представители тех районов, где куется победа экономическая нашей Республики Российской Федерации. Мы в долгу перед вами, дорогие ветераны. Мы перед вами в долгу всю жизнь. Если бы не было вас, не было бы того состояния экономики и социальной сферы нашей республики, то, что мы сегодня имеем. Не было бы того уровня образования, того уровня культуры, того уровня развития российского государства. Вы внесли огромный вклад в общее дело укрепления могущества страны. От всей души, от всего сердца, от имени Совета ветеранов разных направлений, от имени Совета старейшин при главе Чувашской Республики примите сердечное спасибо, большое человеческое благодарность вам за ваш огромный труд. Было очень приятно. Перед мной выступали какие представители? Министр культуры, прекрасный человек, оратор. А какая представительница наш депутат в Государственной Думе? Какая она наша представительница Алена, так я называю, Аршинова. Вы действительно сегодня в нашей республике очень много делаете. Вы пользуетесь огромным авторитетом, я знаю, в Государственном Думе. Таких надо депутатов поддерживать. Всегда они с нами. Они не жалеют себя. Она молодая, но делает огромное дело, подчас по плечу и даже людям другого уровня полета. Я хотел бы сегодня обратить особое внимание и на один еще такой важный вопрос. Мы впервые, по-моему, собрались здесь, ветераны. Общество, уровень развития общества всегда определяется уровнем отношения к ветеранам, мудрым людям. То государство, та республика, та область, которая уделяет исключительно большое внимание именно ветеранам труда, войны, это общество, можно сказать, зрелое общество. В нашей республике глава республики, руководители районов и городов уделяют исключительно большое внимание вопросам защиты интересов нас, ветеранов. Скажем, давайте от имени нас, руководителям, большое спасибо. Не потому, что они в этом вопросе не имеют нерешенных проблем. Они, чтобы еще лучше работали, еще лучше на нас обращали внимание, нас никогда не забывали, на нас опирались,
как сегодня и в будущем, и с нами при решении многих вопросов всегда сначала советовались. Тогда они ошибку не допустят, тогда они добьются еще большего авторитета, еще больших успехов. Правильно? Аплодисменты. Я вижу членов Совета старейшин, которые на первом ряду, они еще сильнее хлопают. И, наконец, Хапла Ендерсем Чевашла Галашин. Изир Чеваш Республики Бурнаган Синзем Ветеранзем Манакамлагаймас Бады Земли. А то говорят, пожилые люди. Где они, пожилые люди? Посмотрите, где они, пожилые. Они поют и танцуют. Они смелые, они бодрые. Несмотря на такую погоду, приехали со всех районов, городов республики. А молодежь в другое время иногда боится, ленится и не приезжает в такую погоду. Они сегодня целый день здесь. Равняйтесь именно на этих людей, на мудрых людей. И поэтому я хотел бы сказать, уровень вклада человека определяется не возрастом в общее дело развития государства, определяется его умением, трудолюбием, его активностью, его духовностью, человеческой совестливостью, высокой нравственностью. А именно эти люди здесь находятся. И поэтому слово «пожилые люди» в этом зале использовать не будем. Скажем, мудрые люди, активные люди, передовые люди, которые делали для страны очень много и делают. Терези? Ой, как нравится. Завершаю, друзья. Не буду затягивать. Я вас всех очень люблю. Любить людей не всем дано. Бог дал это не всем, к сожалению. Не всем руководителям. Не всем, и кто с нами иногда рядом находится. Любить людей – это величайшее качество, божественное качество. И поэтому мы должны делать все для того, чтобы уметь любить и прощать по завету Ивана Яковлевича Яковлева, великого патриарха, и делать так, чтобы и ненавидящего тебя человека делать своим другом. Спасибо вам, успехов вам и здоровья вам, дорогие друзья. Лев Пантелеймонович, спасибо вам за такие добрые душевные слова. Просим занять ваше почетное место в зрительном зале. Палах шагада пинчин гушинде Лев Пантелеймонович. Пэдэм гуши пэри чих изе прэщен. Шаплаве, шалбал кемручей алышыпса там дваргада. На сцену приглашается председатель Республиканского совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Васильев Генрих Геннадьевич. Аплодисменты. Добрый день, уважаемые участники сегодняшнего фестиваля, уважаемые ветераны. Есть такое выражение «не хлебом единым сыт человек». И вот можно сказать, с годами, с возрастом вот эти слова по-новому прочувствуешь, потому что дети выросли, разъехались. По воле природы, хуже того, один из супругов остался один. И, конечно, вот в общении с людьми, в творческом общении, как сегодня, иногда вот это важно не менее, чем хлеб. Поэтому вот я сегодня сидел, когда вот шли хоровое пение, конкурс, выступают одни на сцене, а другие, вот я сидел, подпеваю им. Знаете, это как важно, как поет душа.
И действительно, один человек сказал, я говорит, никогда не пел, но мне вместе с ними, говорит, захотелось сегодня тоже петь. Так что от имени ветеранов хочу поблагодарить, выразить слова признательности главе Чувашской Республики Михаилу Васильевичу, правительству Чувашской Республики, ну и, конечно, вот всем ветеранам, которые вот сегодня устроили праздник души. Большое спасибо всем. Далее, для того, чтобы встречаться, вот министр говорил, у нас ветераны сегодня присутствуют практически председатели районных городских советов ветеранов со всей Чувашской Республики, председатели ветеранских организаций. И у нас очень ветераны активные, хотят жить жизнью, а не просто существовать. И очень много у них интересных предложений. В частности, вот, например, у нас в Красноярском районном совете возглавляет совет ветеранов Леонид Георгиевич. Он давно предлагает провести «Играй гармонь» среди ветеранов по Чувашской Республике. А почему бы нет, так ведь? Далее, значит, Министерство внутренних дел ветеранов у нас проводит ежегодно турнир по шахматам в честь сотрудников МВД, сложивших голову при выполнении своих обязанностей. В этом году мы тоже его хотим республиканский статус придать и проводить среди ветеранов. То есть, завершая, я что хотел бы сказать. Уважаемые коллеги, уважаемые ветераны, будьте такими же активными, заряжайте других, потому что вот такая активная, позитивная жизнь, она продлевает нам жизнь. Здоровья и долголетия вам всем. Медалью «Знак почета» за активное участие в организации и проведении первого республиканского фестиваля конкурса народного творчества для лиц пожилого возраста и ветеранов щиро переищунацем награжден Яковлев Константин Геннадьевич, министр культуры по делам национальности и архивного дела Чувашской Республики. Самые громкие аплодисменты сегодня в этом зале, друзья. Как ветеран, я, конечно, не ожидал за любви, но раз такое дело, я клянусь верой и правдой служить ветеранам, всегда обещаю все делать возможно, и может и невозможно, чтобы вам было в сфере культуры комфортно. Почетной грамотой Всероссийской общественной организации ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов за активное участие в организации и проведении первого республиканского фестиваля конкурса награждены Романова Елена Витальевна, председатель комиссии по организации досуга и культурно-массовых мероприятий Республиканского совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Тяхмусова Светлана Вячеславовна, заведующая отделом методики народного творчества Республиканского центра народного творчества, Дворец культуры тракторостроителей. Черепцилов Варангучул Бурнеде. Ну что ж, уважаемые зрители, спасибо большое нашим почетным гостям за теплые слова и награждения. И мы продолжаем. Сегодня на нашем гала-концерте представлены самые достойные претенденты. Всего в конкурсной программе фестиваля состязалось более 100 участников. Организаторами конкурса в первом туре было просмотрено более 100 видеоматериалов, и из них собрано 74 самых достойных коллективов, которые приняли участие во втором отборочном туре. Второй тур проходил именно сегодня и оценивался именитыми членами жюри, которым предстояло выбрать не только победителей каждой номинации, но и присудить главный приз нашего фестиваля. Это гран-при и поездка в город Белгород на второй конкурс вокально-хоровых коллективов пенсионеров России «Поединок хоров». Давайте поаплодируем этому. Достойная награда. Ну, пора, наверное, уже ознакомить с нашими почетными жюри всех наших
наших гостей. Все верно, и сейчас мы их представим. Дмитриева Юлия Александровна, заслуженный работник культуры Чувашской Республики и Российской Федерации, профессор, заведующий кафедрой хорового дирижирования ЧГПУ имени Яковлева. Давайте поаплодируем. Козлова Зинаида Алексеевна, заслуженный работник культуры Чувашской Республики и Российской Федерации, профессор Чувашского государственного института культуры педагогического университета. Аплодисменты. Лаврентьева Светлана Григорьевна, заслуженный работник культуры Чувашии и России, преподаватель Чебоксарского музыкального училища имени Федорова Павлова. Мишина Ольга Геннадьевна, преподаватель Чебоксарского музыкального училища Федора Павлова. Яковлева Земфира Кузьминишна, заслуженный учитель Чувашской Республики, заслуженный работник культуры Чувашской Республики, отличник народного просвещения Российской Федерации. Гранник Ия Леонидовна, ветеран ЧГПУ имени Ивана Яковлевича Яковлева. Музыкантов Анатолий Николаевич, заслуженный работник культуры Чувашской Республики и Российской Федерации. Кириллов Геннадий Васильевич, заслуженный артист Чувашской Республики. Ваши аплодисменты, друзья. Свинцов Владимир Николаевич, актер театра юного зрителя имени Сейсфеля. И Рускин Сергей Николаевич, руководитель творческого объединения «Парет», Центр развития творчества детей и юношества Ростов, город Чебоксары. Ваши аплодисменты, дорогие друзья. Вот это наши члены жюри сегодняшнего фестиваля. Ну что ж, и мы уже в предвкушении увидеть наших участников гала-концерта. Давайте поприветствуем их. И первый на нашу сцену выходит хор Дворца культуры «Салют». Надежда, ваши аплодисменты. Город Чебоксары.
На сцене народный фольклорный ансамбль «Козял» Комсомольского района. Ну, теперь сам крепкий она сидит, как суббота. Катя, если Каскар, Каскар, я! Полумукси, Сим Валек, Сим Валек. Как? Паша Такала. Куб, или Пакалакат. Ну, Калетов я понял, Марга. Сикат Садрай. Ун, Ханья Марапор. Рамка. Кумун. Марапор. Рамка Накша. Ну, Кученеш, Сандор, 누가 감을 Кученеша сидячине? Сидячине. Шабарлатине. Я сидя, дуло берсинге сиде. Ну, вагок шабарламенте. Там сиде.
Marie este istediğinde kaçak ayına yurt oldu. İlgen mutlu yılalar, kayıksen de boşananca yavaş yavaş. Sizin de kaçak kardeşse seviye varma okut çitle. Bir genç çocuk gelevli bu. Ya size kuşan yatmadı. Yalnız sabaha girebilse an kalır. Çünkü sabaha yalnız an sarır. Matizene gizemler. Sabırsızlık şamrık bu. Dediğiniz ziriyatı. Ki hatırlı. Kabuklu sarana var. Ваши аплодисменты народного вокального ансамбля «Соловушка», Дворец культуры «Южный», город Чебоксары.
Дамы и господа, продолжаем наш гала-концерт. Ваши бурные аплодисменты. Сегодня практически полный зал. Большое внимание к нашему фестивалю, это очень радостно. И продолжает наш гала-концерт председатель Ядринского клуба поэзии романсов «Радуга» Тищенко Юрий. В последнее время усилилось противостояние между странами Запада и Востока. И вновь Россия принимает решительные действия для сохранения мира. В поддержку этих действий я обращаюсь ко всем людям, музыка должна идти, ко всем людям, как Запада, так и Востока, стихами великого русского поэта Александра Блока. Скифы. Миллионы вас, нас тьмы и тьмы и тьмы, попробуйте сразиться с нами. Да, скифы мы, да, азиаты мы, с раскосыми и шатными очами. Для вас века, для нас единый час. Мы, как послушные холопы, держали щит между двух враждебных рас, монголов и Европы. Века, века ваш горн ковал и заглушал грома лавины. И дикой сказкой был для вас провал и Лиссабона, и Мессины. Вы сотни лет глядели на восток, копя и плавя наши перлы, и вы глумя считали только срок, когда наставить пушек жерла. Вот срок настал, крылами бьет беда, и каждый день обиду множит, и день придет, не будет и следа от ваших пестумов, быть может. О, старый мир, пока ты не погиб, пока томишься мукой сладкой, остановись, премудрый как Эдип, пред сфинксом с древней загадкой. Россия — сфинкс, ликуя и скорбя, и обливаясь черной кровью, она глядит, глядит, глядит в тебя и с ненавистью, и с любовью. Да, так любить, как любит наша кровь, никто из вас давно не любит. Забыли вы, что в мире есть любовь, которая и жжет, и губит. Мы любим все, и жар холодных чисел, и дар божественных видений. Нам внятно все, и острый гальский смысл, и сумрачный германский гений. Мы помним все, парижских улиц ад и венецианские прохлады, далеких рощ лимонный аромат и кольно-дымные громады. Мы любим плоть и вкус ее, и цвет, и душный, смертный плоти запах. Виновны ли мы, коль хрустнет ваш скелет в тяжелых, нежных наших лапах? Привыкли мы, хватая под узцы играющих коней ретивых, ломать коням тяжелые крестцы и усмирять рабы строптивых. Придите к нам от ужасов войны, придите в мирные объятия, пока не поздно. Старый меч нужны, товарищи, мы станем братья. А если нет, нам нечего терять, и нам доступно вероломство. Века, века вас будет проклинать больное позднее потомство. Мы широко подепрем лесам перед Европою пригожей. Расступимся, мы обернемся к вам своей азиатской рожей. Идите все, идите на Урал, мы очищаем место бою стальных машин, где дышит интеграл с монгольской дикой ордою. Но мы отныне больше вам не щит, отныне в бой не вступим сами. Мы поглядим, как смертный бой кипит своими узкими глазами.
Не сдвинемся, когда свирепый гун в карманах трупов будет шарить, жечь города и в церковь гнать табун и мясо белых братьев жарить. Последний раз опомни старый мир на братский пир труда и мира. Последний раз на светлый братский пир сзывает варварская лира. Народный хор ветеранов город Канаш. Ваши аплодисменты. Ваши аплодисменты. Это был народный хор ветеранов город Канаш. На сцену выходит народный фольклорный ансамбль «Отрада» Ядринского района. Давайте поддержим наших участников вашими бурными аплодисментами.
Продолжаем наш гала-концерт. На сцене вокальный ансамбль «Щелдер» Цивильского района. Концерт продолжает оркестр народных инструментов Канашского района. Ваши бурные аплодисменты. Поддержим наших выступающих.
им также и театральный жанр. Давайте поаплодируем все вместе. Театр Комсомольского района Дома культуры. Ваши аплодисменты. Евгений Иванович Жулинский. Наш теге. Давай за ними наштать. Вот тогда были пускили гаймали. Я бы сказал, что за диха. Это чофа. А что? Упада андабра. Давай, да, я пока смотри. Я вандорассе. Это машина. И аванс. Я гейфа. Hayran, et bulaştı. Bakçı geliyorlar. Ahmet, hasta, bana buna girelim. Bak bu etçe, o diye bu özede bakıp koyan bulaştı. Bak kaydı. Bu gidelim, bari. Hastaydı. Yolaki bulaştığa, şahmasına kazanmazlar. Hadi başlasın bu. Tamam, hiç bu gayet oldu. Tamam, hiç bu gayet oldu değil. Ур, kaçamayacağım. Tamam ki? Hayvanlar bunu şap Kur'an takri yapar başlı. Sonra bir kaça iletsin onunla yetti. Ey babacığım, bir Allah, maşallah, ne kadar Ele mana berince. Yes, kulak kredi, yaşlıyım var. Hep numan çalışmaz. Gülü bir kazan, neyse bir mutfak çok duramaz. Kim yedi, kararlıdır, takımından varsa güçlenir. Şona, suyza kalamaz. Kararlıdır kurmuş, şah yeri yoluktan kaçıp. Ben Bağdat'ta deniz şah, bir onlar numara. Annem kala. Kaybattık mı? Şimdi uzatın bana.
чего вас там нашли? Самоморский сам опунгернее не Ай, бил. как туда! Так, где Альма? Здесь скажите, где тогда где хама, керани амский хама? Ира, куда шингуге? Фурба, фур. Есть хозяйки. Давай машину тогда. Шергай, чистые хапраны. Камень ялыпне, канан, ужать не бракать. Малдан, не куштагайма. Хай, а уже на что разожвала? Ива, надо бегать. Бурлы кенден, коврак куады. И она едет на гарна, я ишурас. Ваня Малман. И он надо билет. Жауға яқлысын сенесі күнада. Ұқшайын енженге, ұрлық енженге, шүрт істеп енженге, ұр енжен кересі. Хан енжен қой, ешкен бүттір еді санса. Сирен үндікті, ұр, атын де ұр, ат. Шимқа, ман, лакши. Надо бегать. Ашта жерге мәлде бұрынадырға. Чигерек бұрнақа. Ебер бақшылзе маруға жетеді распор. Ара, Насташки, мен іштегімге чуқладым көрінгесі. Ара, алашқанармықпада, шемнеге чигер бұлдыр десек, онда сымақ тапсақ керешіп, айдырға білдегірек өдер. Күндегі сөкөлеге бана шапмазы, малдан құшлар бар, малдан көреге бана шапмала. Бана да білішмесе бара. Bilişmedi. Yetga yüzüne kırarsa, yetkiyle kalırsa. Birisi kerede kalır. Bak, ayı bir geliyor böyle. Sadece girip, Mastarmadan var. Sarı, kırmışlar. Bahçına şöyle. Bahçara. Bir kuşlarda, dur niye dedi bakır. Kovak kalenice, kudavrara, mandek gerçe, bacak taşı. Mandek gerçe davrarama, tenzine geçip. Şak davrara. Kuşlarına geçe, ben yalayıp kuşlar şağın ve takmış. Ve kışlepler. Keride kalışamadı. Kesir sanıyor. Geçir malda keride kalışamadı. Kavaşadı. Sandaki kuşlar bu durumda. Sandaki kavlar adaşı. Sandaki şu. Eşlerden aradı bak. Eşlerden aradı bak. Ara. Şahan vay bana. Örneklerde. Tence dilimleri. Duy birlikleri eskiye. Eşli. İşi sayağın kaygırtı. Bak, şöyle bir çiz sonuna kalacaklar. Bunlara da bak, bakacak, şuraya bir çay koy ya. Крепки наши крылья. Народный хор чувашской песни «Сендер» Марпасадского района.
Продолжает выступление вокальный ансамбль «Околица», город Новочебоксарск. Давайте поддержим участников вашими аплодисментами. Пироги
ансамбль «Околица», город Новочебоксарск. Степень в номинации «Вокал» награждается вокальный ансамбль «Щелдер» Канарского сельского дома культуры Тивильского района, руководитель Вячеслав Петров. Продолжаем наше награждение дипломом лауреата третьей степени в номинации «Инструментальное творчество». Награждается ансамбль народных инструментов при Народном хоре ветеранов централизованной клубной системы Канашского района, руководитель Владимир Стеклов. Ваши аплодисменты. Вот они, наши победители. Располагайтесь на сцене. Продолжаем награждение. Лауреатом третьей степени в номинации «Фольклорное творчество» награждается народный фольклорный коллектив «Отрада» районного дома культуры Ядринского района. Руководитель Полина Максимова. Дипломом лауреата второй степени в номинации «Вокал» награждается женский вокально-хоровой ансамбль «Околица», Союз пенсионеров города Новочебоксарска, руководитель министр. Аплодисменты, дорогие друзья. Переходим к первым местам. Диплом лауреата первой степени в номинации «Фольклорное творчество» награждается народный фольклорный ансамбль «Кожел», централизованной клубной системы Комсомольского района, руководитель Владимир Павлов. Простите, Кожел. Дипломом лауреата первой степени в номинации «Художественное слово» награждается Тищенко Юрий Михайлович, руководитель клуба поэзии и романса «Радуга» районного дома культуры Ядринского района.
системы города Чебоксары. Диплом лауреата первой степени в номинации «Вокал» награждается хор ветеранов «Надежда» Дворца культуры САК город Чебоксары, руководитель Владимир Орланов. Давайте поаплодируем еще раз хор ветеранов «Надежда», лауреат первой степени в номинации «Вокал». Зрителей, у нас осталась последняя, самая главная награда, это гран-при нашего фестиваля. И барабанная дробь дипломом гран-при награждается Народный хор информационно-культурного центра Тюрлеминского Козловского